Здравствуйте, мои маленькие друзья! Здравствуйте, девочки и мальчики! Здравствуйте, тетя Мунира! Здравствуй, Лолочка! А вот где Азиз? Почему он опаздывает? Опаздывает? Как странно. Почему он опаздывает? Он же раньше меня отправился на передачу. Ну, может быть, он куда-то зашел? Ага, может быть. Ой. Я никуда не зашел. Ой, Азиз. Просто я ничего не вижу. Ой. Ой, Ой. что случилось, Азиз? Ой. Ничего не вижу. Азиз? Азиз, Да. у тебя что, очки? Ну да, очки. Я ничего не вижу. Как бабушка в них ходит, не понимаю. Ой, Да, в очках и ничего не видишь. да. Да. Ну, я в очках и ничего не вижу. Ну, что случилось? Почему ты в очках, Азиз? Ой, я что-то... Зачем ты их надел? Ага, зачем? Просто я решил носить очки. Ну, зачем? Вот. Я в них выгляжу намного солиднее. Смотрите, какой у меня важный Ох. и умный вид. Ага. Азиз, какой ты смешной. Так ты что же их для важности и солидности, надел? Конечно, я уже сделал важное открытие. Какое? Вот, Только надел очки и сразу же сделал открытие. Конечно. Представляете, Действительно, тетя да, Мунира? действительно. И что? открытие, что нельзя носить очки. Ой. От них портится зрение. Какое-то все мутное становится. Да. Правильно ты говоришь, Азиз. А что же Нельзя. надо делать, чтобы хорошо видеть? Не надо носить очки. Это неправильно, Азиз. Ой. Очки нужно носить тем, кому необходимо. Вот бабушке твоей обязательно нужно носить очки. Да. А Помогите мне, тебе давай я сниму. Давай. Ой. Вот так. Все вижу! Тетя Мунира, Лола, да. Привет, Азиз. ой, студия, все вижу. Хорошо. Ой, вот почему бабушка ничего не видит, а? Вот нет, Азиз. Ой, вообще ей нельзя носить очки, вообще нельзя носить. Нет, ты не прав, Азиз. Почему? Вот как раз-таки бабушке нужно носить очки. Ага. Необходимо. Да? Да. А вот тебе нет. Почему? Тетя Мунира, а почему же бабушка в очках видит хорошо, а Азиз в них совсем ничего не видит? Да. Ребята, очки – это серьезный медицинский прибор. Понимаете? Да? Да. Тем, кто плохо видит, они необходимы. А те, кто хорошо видит, не нужно их надевать. От этого могут заболеть глаза. Ой, понял, Азиз? Портится зрение? Да, вы можете себе навредить. Как навредить? Навредить. Посмотрите, у меня с глазами все хорошо. Смотрите, Да, тетя все Мунира, смотрите. хорошо. Он не всё- Навредил тебе глазки? Я так переживаю. Нет, не переживайте, все хорошо. Всё хорошо? Но больше не надевай бабушкины очки, договорились? Договорились. А как же моя солидность? Да, твоя солидность. Когда ты вырастешь и без очков будешь солидным. Да и вообще, честно говоря, и не очень-то она тебе идет, солидность эта. Да, Да и разве стоит из-за солидности портить себе глаза, Ой. портить свое зрение? Не стоит. Совсем не стоит. Верно, Вот. Лолочка, А вот не стоит. Как я буду читать теперь? Нормально, будешь читать, у тебя же замечательное зрение, правильно? Ага, правильно. Да. А очки выписывает врач точно так же, как больному выписывают таблетки. Понимаете, ребята? Понимаю. Да. Также и очки выписывает врач, окулист. Да. И поэтому без надобности не нужно надевать очки. Я понял все. Понял? Да, Ну и я замечательно. тоже поняла. Я никогда не буду одевать очки без надобности. Вот. А книгу мы с вами сегодня обязательно почитаем. Знаете, какую? Какую? Виктора Драгунского. Вы раньше читали рассказы его? И я нет. Не читали? Нет. Слушайте, Да. Виктор Драгунский
писал юмористические рассказы о Дениске Кораблеве. Да? Здорово. Писатель родился 1 декабря 1913 года в Америке. В Ага. Нью-Йорке, да. Но я читала, что жизнь в чужой стране оказалась непростой. Семья вернулась в Белоруссию, город Гомель. Виктору было всего 5 лет, когда его отец умер от тифа. Когда Ой. мальчику исполнилось 12, семья переехала в Москву. В Ой. 16 лет Драгунскому, мечтавшему о театре, пришлось пойти работать, чтобы обеспечить семью, маму, брата, да. Ага. Да, ребята, непростой была жизнь у Виктора Драгунского. Да. Да. Какими только профессиями он не овладел. Знаете, ребята, да? Да. А какими? Он был сторожем при Бакине. Да? Да, вы знаете, что такое при Бакине быть сторожем? Ой, Это значит быть бакинщиком. Молодец, логично, Лола, ты умничка, да. Это Бакин, это плавучий деревянный знак, ну, в виде маячка. Знаете? Да, Понимаете, да? Да. Вот. Ну, этот маячок похож на современный. На современный Да. буёк? Буёк. Как Ой. говорится, за буйки не заплывай. Это определитель, что за буйком очень глубоко. Да. Запомнили, ребята? Запомнили. Вот. А также сейчас я вам расскажу, что он еще был шорник. Шорник? Шорник – специалист по конской упряжке. А. Да. А еще он перевозил людей через Москву-реку. Вот. А также он трудился на заводе. Знаете, кем он был? Кем? Токарем. Токарем! Да. И все-таки я знаю, что он как и мечтал, так и стал актером. Да? Ну, сначала цирковым артистом, клоуном в цирке на Цветном бульваре, рыжим клоуном в лохматом рыжем парике. А клоуном быть очень трудно. Да, очень Ведь верно. трудно. Да. Ведь он должен уметь и фокусы показывать, и сальто-мортали делать. Але! Але! Оп! А еще он должен ходить по канату вот так, на цыпочках. Молодцы, А ребята. еще он должен уметь петь, а также танцевать. Линь-гидим, лим-бидим, лим-бидим-бидим-бидим. Вот, он должен уметь все. А Виктор Драгунский все это умел. Да. А только затем он начал работать в театре и был там Дедом Морозом на елках. И все мамы, дети, бабушки и дедушки просто весело смеялись, потому что он был Веселым веселый Дед Мороз. Правильно, Верно, Лолочка. Виктор Драгунский очень любил выступать перед детьми. Да. Для него это было проще простого — рассмешить маленького зрителя, что маленький зритель сползал со стула от смеха. Вот. Вот это был Виктор Драгунский. Да. Тетя Мунира, Да. Лола, а вы знаете, что первые рассказы о Дениске были опубликованы в журнале «Мурзилка» 60 лет тому назад. Ух, Какой ты молодец! Да. Здорово! А потом вышла книжка из 16 рассказов под названием «Он живой и светится». Да. он живой и светится. Да. Денискиных приключений становились все больше. Всего было написано около 90 веселых рассказов. Вот это да! Да, молодец, Виктор Драгунский. Правда, Да, ребята? Да? молодец. Правильно. Очень молодец. Это цикл рассказов русского писателя Виктора Драгунского о мальчике Денисе, да? Который все время попадает в смешные, неловкие ситуации. Прототипом образа Дениса Кораблева стал сын писателя, у которого даже имя совпадает с главным героем произведения. Курьезные ситуации то и дело преследуют Дениску. Он попадает в них везде – в школе, дома, во дворе. Мальчишка обладает огромной фантазией и находчивостью.
У него существует свой оригинальный подход к каждой проблеме. Он проявляет смекалку и пытается найти верные решения. В рассказах о Дениске автор как будто сам о себе рассказывает. Так смешно и простым, и понятным языком. Тетя Мунира, а какой из рассказов мы сегодня почитаем, а? Сегодня мы с вами прочитаем рассказ «Главные реки Америки». Так. Понимаете, о чем мы будем читать? Да, может быть, о реках? Или о том, как Денис Кораблев путешествовал. Верно. Америке. А если вот так, то давайте начнем чтение. Готовы? Давайте, да. Виктор Драгунский. «Главные реки Америки». Хотя мне уже идет 9-й год, я только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было заодно выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. А я, вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Ну, он в космос все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий хвост, и он из-за этого скрутился, как волчок. Волчок-игрушка в виде круга или шарика на оси, который быстро крутится. Это раз. А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал все нитки, какие только были. У мамы со швейной машины снял, и то оказалось мало. Змей долетел до чердака. Чердак – это комната под крышей, где обычно темно и холодно. И там завис, а до космоса еще было далеко. И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно позабыл обо всем на свете. Мне было так интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор. Позор означает стыд, бесчестие. Ну что, ребята, что вы узнали о новом герое? Дениску Кораблеву чуть больше 8 лет. Ага. И что Дениска не выполнил уроки, потому что запускал во дворе змея в космос. Молодец! Да. И еще он только вчера догадался, что уроки надо все-таки делать. Да, Понятно, верно. Азиз? Да, а что нужно было выучить? Ну, отрывок из стихотворения Некрасова. Молодец! Да. И главные реки Америки. Молодцы, ребята! А как вы думаете, что будет на следующий день в школе? Да понятно же, он 2 получит, если его спросит учитель. Ой, а давайте лучше узнаем продолжение. Давайте продолжим чтение? Да. Давайте узнаем, что произошло дальше с нашим Дениской. Да. Я утром немножко заспался, и когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарные, у них нет ни одного лишнего движения, и мне до того это понравилось, что я пол-лета тренировался быстро одеваться. И сегодня я вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. И я оделся за 1 минуту, 48 секунд весь, как следует, только шнурки зашнуровал через 2 дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя и в класс тоже успел примчаться. Примчаться значит очень быстро прибежать. Примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки. Когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть. Прыть – это значит очень-очень быстро. И не доходя до класса, каких-нибудь 5 шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее секунды 1,5.
И когда она вошла, книги мои были уже в парте, а сам я сидел с Мишкой, как ни в чем не бывало. Тетя Мунира, Да. а что такое во всю прыть? Значит, это быстро-быстро. Ага. Да. Так, ребята, Да? а почему проспал Дениска? Да потому что он весь день запускал змея в космос. Да. Верно. А как вы думаете, ребята, как Дениска относился к школе? Он боялся опоздать в школу, Ага. значит, уважительно. Молодец, молодец. Ну что, давайте дочитаем наш рассказ дальше. Давайте. Слушаем, ребята. Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней. И громче всех поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания и еще на ходу сказала: «Кораблев, к доске!» У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки, и мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить. «Кораблев, что же ты? Я тебя зову или нет?» И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала: «Стихи». Чтобы я читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завел. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. «Это Пушкин», — сказала Раиса Ивановна. «Да», — сказал я, — «это Пушкин Александр Сергеевич». «А я что задала?» — сказала она. «Да», — сказал я. «Что да? Что я задала? Я тебя спрашиваю, Кораблев». «Что?» — сказал я. «Что? Я тебя спрашиваю, что я задала?» Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал: «Да что он, не знает, что ли, что вы Некрасова задали?» Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна. Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась. «Слонов, не смей подсказывать!» «Да», — сказал я. «Ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова? Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только». Мишка стал красный и отвернулся от меня, а я опять остался один на один с Раисой Ивановной. «Ну», — сказала она. «Что?» — сказал я. «Перестань ежеминутно штокать». Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует. «Читай наизусть». «Что?» — сказал я. «Стихи, конечно», — сказала она. «Ага, понял. Стихи, значит, читать», — сказал я. «Это можно». И громко начал. «Стихи Некрасова, поэта, великого поэта». «Ну», — сказала Раиса Ивановна. «Что?» — сказал я. «Читай сейчас же!» – закричала бедная Раиса Ивановна. «Сейчас же читай, тебе говорят! Заглавие!» Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал: «Мужичонка!» Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка показывал на свой большой палец и зачем-то щелкнул его по ногтю. И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал: «С ноготком!» и повторил все вместе: «Мужичонка с ноготком». Все засмеялись. Раиса Ивановна сказала:
Довольно, Кораблев, не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись. Потом она добавила: ну, а как насчет кругозора? Помнишь, мы вчера сговаривались всем классом, что будем читать сверх программы интересные книжки. Вчера вы решили выучить название всех рек Америки. Ты выучил? Конечно. Конечно, не выучил. Этот змей, будь он не ладен, совсем мне всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться Раисе Ивановне. Но вместо этого вдруг неожиданно для самого себя сказал: конечно, выучил. А как же? Ну вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу. Вот когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок и думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания все! И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами. Толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину. А тут Раиса Ивановна снова: ну, Кораблев, какая же главная река в Америке? У меня сразу же появилась уверенность, и я сказал: Миссиписи! Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне влепила, будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда, до глубокой старости. Ой, как смешно! Очень, правда? Смешной рассказ! Ребятки, а каким же уловком прибег Дениска, чтобы исправить положение, а? Тетя Мунира! Да. Он пользовался подсказками друзей. Да. А помогли ли подсказки друга? Нет, конечно, И какой не же помогли. урок извлек Дениска из всего этого? Ой, а любишь, не любишь, хочешь, не хочешь, лень тебе или не лень, уроки надо учить. Это закон. Ага, точно. Правильно, верный закон. Вы запомнили, ребята, что уроки нужно обязательно учить, что бы там ни было. Договорились? Договорились. Ребята, а вы запомнили, как называется самая большая река в Америке? Весело, правда, ребята, да? Ох, и рассмешил вас Дениска, да? Конечно, запомнили. Так, ну как Эта же она река называется? Называется Миссисипи. А на языке индейцев обозначает она Великая река. Запомнили? Запомнили. Молодцы. Великая река. Да, знаете, несмотря на то, что Дениска не выполнил уроки, этот герой мне очень симпатичен. Это веселый, озорной мальчик, который осознал свою ошибку и принял твердое решение. То есть всегда учить уроки. Ага. Верно. А мне этот рассказ понравился тем, что он в юмористической форме доносит до учеников идею о том, что не стоит забывать делать уроки, даже если есть другие, на первый взгляд, более важные и интересные занятия. Ну, для того, чтобы не выглядеть смешно в глазах одноклассников и учителя. Вот. Верно, ребята, хитростью и уловками невозможно получить знаний. Ага. К урокам нужно всегда относиться серьезно, потому что это пригодится нам, знания пригодятся нам на всю нашу жизнь. Ой. А когда ты прибегаешь к подсказкам,
то можно попасть и в просак, как попал Дениска Кораблев в неловкую ситуацию. И все это поняли, правда, ребята? Да. Поняли. Поэтому всегда к учебе в школе нужно относиться серьезно и Хорошо. ответственно. Хорошо. Запомнили? Да. Молодцы. Тетя Мунира, Да. мне кажется, этот рассказ Драгунского всех заставил улыбнуться. И мы долго-долго еще будем вспоминать мужичонку с ноготком или реку Миси-Писи. Да, я думаю, что и ребят этот рассказ многому научил, да? И также рассмешил. Правда, ребята? Да. Я думаю, что рассказ нас учит и показал, что такое хорошо, а что такое плохо. Да. Верно? Да. Ребята, а как вы думаете, как сам автор относится к герою? Я не думаю, что он его высмеивает. Да. Автор показывает все переживания Дениса. Хочет, чтобы Денис и читатель поняли, что уроки нужно делать всегда, при любых обстоятельствах. Да. Вот, он любит своего героя. Да, очень-очень любит. Молодец, Лолочка, верно заметила, молодец. Ребята, а кто-нибудь из вас хочет еще почитать какие-либо рассказы Виктора Драгунского? Я тоже. Вы молодцы, здорово. Я думаю, что и вас заинтересовал Виктор Драгунский. И вы обязательно, ребята, почитайте еще его рассказы вместе со своими родителями. Правда, ребята? Да? Да? Ну что? И мы почитаем. Да, Азиз? И мы почитаем. Да. Обязательно мы еще вернемся к Виктору Драгунскому. А сейчас, думаю, самое время нам пора прощаться. Правда, ребята? Да. До свидания, ребята! До свидания, уважаемые родители. Пока-пока-пока. До свидания. До свидания, мои маленькие друзья. До свидания. Всем пока! Пока-пока.